Друзья, мы в Южной Якутии. Наш климат резко континентальный. Он отличается от других регионов продолжительной, долгой, холодной зимой. Сегодня 29 апреля, и мы переносимся в летний период, в август 2020 года. Поехали! Мы уже предпринимали попытку добраться на эндуро до горы, поэтому прекрасно знаем, что нас ждет. Дорога на гору включает в себя все прелести путешествия по тайге. Хвойный лес, мох, болото, сланник, курумник, ручьи, дикие животные и последние по списку, но не по значению, комары! Мы не угадали с маршрутом, попали под дождь и не рассчитали запас пресной воды. Все это за 11 часов путешествия выжило из нас все силы. Не все учли в этом прохвате. В итоге мы были вынуждены повернуть назад, так и не достигнув контрольной точки. Что ж, мы учли ошибки прошлого прохвата, изменили маршрут нашего путешествия и приготовились все-таки проложить на эндуро новый путь до горы Холодникан. Стартует наше путешествие из города Нерюнгри. На машине по трассе мы движемся до села Йенгра 60 километров. Здесь начинается земля эвенков. Эвенки – коренной народ Восточной Сибири. Проживают они по большей части на территории России, Монголии и Китая. Многие топонимы, которые привычны нашему уху, перекочевали в русский язык от эвенков. Наименование рек Алдан и Енисей или остров Сахалин имеет эвенкийские корни. Гора, на которую мы держим путь, у эвенков называется «Спящая красавица». По мнению коренного народа, форма горы напоминает девушку, лежащую на боку. Друзья, это Саха След ТВ, меня зовут Александр Федоров, и мы находимся в поселке Йенгра. Сегодня 6 августа, и наш сегодняшний второй по величине прохват на красавицу спящую должен увенчаться успехом. Витальки жалко нет. Виталька уехал в Благовещенск, так что передадим ему привет. Пусть смотрит наш канал. Друзья, в прошлый раз я потерял крыло. Хапнули с ним четко. Сейчас поставили новенькое крылечко. В Йенгре мы пересаживаемся на свои мотоциклы и двигаем до поворота на старую вертолетную площадку. С нее-то и начинается все самое интересное. На Google картах вы можете увидеть тонкую линию. Вот она. На карте-то она есть, а на деле дорога давно уже заросла. Земли ее рассмотреть практически невозможно, поэтому ориентироваться мы будем исключительно по горе. Это не самая гениальная тактика. Мы можем вновь застрять в сланнике и пробираться через него со скоростью 100 метров в час, но другого плана нет. Поперли? Дэн, ты не иди по ней вода бежит, поэтому лучше сюда уходи. Спускаем колеса, помягче шло. Я это сразу понял, еще в прошлый раз. А в этот раз подкачали колеса и сразу начал таскать. Так что самое где-то оптимальное идти на 0,6. Полный багажник уже ягод. О, Денчик насобирал уже морожки.
Да, ну-ка дай-ка я тоже попробую морожечку. Уже как бражечка. Ой, ну она уже отходит. Цвет потеряла, стала оранжевая. Ням-ням. Вот, друзья, потеряли тропинку. Да и вообще непонятно, была здесь тропинка или нет. Сейчас будем прорываться по лесу. Да я тут в кусты залез. Я прям в сланике посередине застрял. Не надо. Сам выйду. У меня жопа просто пропилилась. Ну что, друзья, у нас пока маленький пит-стопик. До горы так осталось километра 2-2,5. А тут непролазный лес. Дэн собирает грибы. Дэн сушит грибы уже. А уже сушит. Да. Ну, немножечко осталось. Дошли до той точки, куда мы в прошлый раз доехали. Вот она напротив. Вот этот останец первый. Так, сейчас нам куда? Ну вон идем вот так, вот так, вот так. Где дорога пробивается, да? Дорога, говорит. Нету там дороги. Вот началось. Это представляешь, сейчас сколько нас еще впереди ждет.
друзья, стою на сланике. Что-то я это... В прошлый раз мы сюда добрались, так налегке было даже. Хоть и прорвались. Но тогда был дождь, было влажненько. Смотрите, сланик растет во все стороны. Ты думаешь, когда первый раз его проходишь, но он идет, тут, допустим, бревно лежит, потом еще второй раз и третий. Он, видите, разрастается во все стороны. И за счет этого тяжело проходить ходом. Тут либо постоянно надо идти, либо в козла, блядь, либо. Как его брать? Давай с той стороны. Нежно. Мягко. Подымем. Закидываем его на меня. Оба. Мало. Теперь сюда упала. Еще разок так же. Блять, Дэн качок пиздец. Фу. Что-то, мне кажется, мы не туда пошли. Друзья, что-то просвета нету впереди. Силы начинают слегка подтупляться. Мне кажется, надо мотоки остудить немножко. Да. Проехали метров 100. И начался. У меня закипел. Опа. На зиму. Опа. Это наш путик будет. Ну что, друзья, пошли подъемы. Первые. Градусов сразу 60. Подъем пошел. Вот вам, друзья, и хард эндуро. Пошел курумник, камни здоровые. Подъем градусов 60. Сейчас начнем. Вправо? А? По моим следам вот здесь. Я уже прокопал, увидите.
Красавчик. Охуеть поднялся. Немного лучше, чем я. Вот это, ребята, вам хард эндуро уже началось. Что-то видать? Горизонт? Горизонт? На. Нет. Нет. Грибы, видать. Вон сколько маховик. Поможешь поднять? Да. Фу. Грибов, ёпте. О, бля! Огонь! Налево! Да, я вас слушаю. Это пиздец. Что вы сказали еще раз? Это пиздец. Вот, друзья, смотрите, как медведь выкапывает. Это он бурундуков здесь выкапывал Буром. буром. Нихера он тут херанул. Это, кстати, свежий след, недавний. Может быть, жду после. Но Размыто. вот так копает медведь. Буром. Быков. Голодный, видать, был. Друзья, очень сложно, очень сложно. Сланик просто не дает нам прорваться. Виталька правильно тогда сказал, говорит, Сань, ну и давай домой развернемся. Ну потому что мы тогда невыгодное время для себя выбрали. Поехали уже поздно. Хотя надо было сегодня уже стартовать отсюда, где-то в часиков 9 было утра. А мы только стартанули в час дня. Поэтому главное не торопиться в этом моменте. Лучше идти потихонечку к цели, ничего страшного. Обратная дорога всегда будет быстрее и эргономичнее. Вот, друзья, проблема сланика. На сланик он залез, на нем повис, внизу втор мягкий, и колесу нечему зацепиться. Вот это постоянно у нас сейчас проблема в дороге. Тут приходится
Тут надо просчитывать дорогу на много метров, на 10 вперед, чтобы сразу пролетать эти кусты. Вот такая здесь у нас поездочка. Вот еще, смотрите, он только с одного куста вылез, там сразу второй. И вот так оно бесконечно идет. И нет ему ни конца, ни края. Даже гору еще не видно, где мы проходим. Фу. Друзья, дорогу выбрали ужасную. Фу. Это, пружину опять растянуло. Подрамник. Целый? Сломал? Сука! Сука! Торопился. Пацаны, я попал. Друзья, в прошлый раз я потерял крыло. Хапнули с ним четко, сейчас поставили новенькое. Подрамник сломался. Самое обидное. Сейчас со сломанным подрамником все это жопа. Так подкинул-то, а? Хотел ходом проскочить. У нас начались проблемы. Отломалась обратно подрамник. Растянулась пружина на выхлопной. Сейчас Дэн с Дэном приняли решение натянуть сюда вторую пружину, чтобы хоть как-то вот эту часть стягивала, потому что подрамник здесь отломан, труба к этой части прикручена, а это банка к верхней части подрамника. И у нас только вот сейчас вот эта будет часть держаться за счет натяжителя. Лайфхак. Снимаем пружинкой пружинку старую. Одеваем новую пружинку с помощью старой пружинки. Делается вот так вот. Опа! А теперь рядом одеваем еще старую пружинку, если это сейчас нам удастся. Обстановка по кайфу. Я тебя не ревную. Я тебя украду. Опа! Огонь! Огонь, друзья! Но нам еще просвету не видать. Сколько же еще идти, а? А гора вот уже чуть-чуть рядом. Я говорю, туда мы сейчас идем, у нас ориентир гора. А обратно пройдем. Непонятно, куда ехать. Я это знаю. Пока едем туда. А едем мы, друзья, вон туда. Непонятно куда. Фига, мы едем на солнце, кстати. Солнышко прям. Сука, как камеру включит, так... Там... А вот с этого места эндуро превращается в триал. Конкретный триал.
Давай пешком пройдем. Пойдем посмотрим. Идем и не понимаем, куда еще ехать нам. Куда ехать? Понимаем, как туда ехать. Да. Мне кажется, вниз надо спускаться. И вот там, видишь, что-то. Вот туда. И там, блядь, проходить. Мы сейчас так же, как приехали. Да. Немножко вниз лучше. Мы здесь просто умрем. Тут жесткий триал вместе с кустами и с елью. Такая хрень, ребят. Смотрите, как прорывает с кустами все. Ага, а потом сам нарыл, а потом, говорит, медведь тут рундуков. Не говори. Все непролазное. Все непролазное. Че, мы не пошли по старой тропинке? Наследник наехал. Торф мягкий, проваливается. Вот оно. Едем 10 метров, полчаса. А ну нет, 11. Что, нашел? И мы опять в тупике. Опять? Потому что тут все одинаково. Абсолютно все одинаково. Но нам будет туда пилить надо. Но туда пилить это просто ужас. Там вообще просвета нету. Я уже хочу накатить. Честное слово. Хочу накатить и ничего не хочу. А или тракторную дорогу на телефоне или GPS посмотрим. Если что-нибудь болотков здесь, то можно напрямки вот сюда проверить, пробиваться. Давай доставать GPS. Если нет, тогда влево. В сторону тракторной. Да ладно, не пыхти ты так. Что я вот этот Вообще прям я по лайту прошел. хватик, да? А я что-то не прочитал. У меня за камеру зацепилась ветка. И меня башку вот так потянуло. И ты сбился с маршрута. Я сбился с маршрута. Фу. Чуть-чуть еще. Вниз. Прямо, да?
Слушай, а тут что-то, смотрю, тропа неплохая. Может быть, сюда пойдем? Влево? Да. Это мы в обратку пойдем. Везде грибы, друзья, смотрите. Грибы тут, тут. Везде останавливаешься. Море грибов. Любых. Груздей, подосиновиков, маслят. Каких еще не назвал? Маховички. Маховичков. Не, дай для Димки слово скажу. Дима, мы здесь грибы собирали. Хэштег. Езди там, где я грибы собирал. Друзья, ну гипотетически еще нам осталось ехать часа полтора всего, если это возможно правильно назвать езда. Потому что где-то бы прорывались было немножко повеселее. А мошки сколько? Она вообще прям... Вот так, друзья, стоит мотоцикл. Не надо никакой подножки. Да, друзья, пешком идти это одно, а на мотоцикле это совсем другое. Дэн, у меня предложение. Давай грибов насобираем и поедем домой. Никак не можем выйти на траекторию или маршрута, который составил Димка Болотков. Ну, понимаем, где-то рядом. А вот где, везде все одинаково. Одно и то же, да. Ну, ладненько, мы не сдаемся, едем дальше. В любом случае у нас будет уже два маршрута. Как не попасть на спящую красавицу. Качни назад его. О, заебался. Уже сил нету. Ты видел грибов сколько? Да. Это пипец. А ты видел, сколько тут слоника? Ага. Покажи дорожку, как мы пропилили. А мы что-то пропилили? Я уже не помню, где мы ехали. Так, что я тут повис? А ну, Прокопался опять. ну, Фу, блин. чуть-чуть. Чуть-чуть не хватило. Ногами ветку прижимай, Да стоя я так прям. делаю. Ходом надо было пройти ее. Ходом надо было, да? Конечно. На заднем. О, смотри. О, вон мой мотоцикл вот там стоит. Смотри, как стоит красиво. Вообще прям. Висит. Елки-палки, так мы вышли уже, что ли? Почти. Коротко, ребята, о нашем путешествии.
Солнце! И ягодка. Вкусная. Ну, теперь поведешь ты. Вон оно. А вон оно, дерево. Были. Первый раз. Я предлагаю перекусить. Давай. А может до ручья здесь, до какой-нибудь болотины, да? Нету ничего. А там мошки будет до хера. Там мошки будет до хера. Тут все более-менее. Ну ладно. Будем пить чай. И у нас музыкальная пауза. Что ты говоришь? Директор нам покушать, когда сегодня собирал. Сказал, я, говорит, вам раздельно положу. Я думал, он твою пайку раздельно от моей пайки положил. А он, оказывается, хлеб от колбасы отдельно положил. Молодец. Ну вот и наше путешествие, друзья, приходит. Не, шучу, ничего не говорю. Потому что мы только-только вылезли из этого плена леса. Или плена ельника. Или плена... Что это? Это шикарный маршрут. Как это называется, я забываю сегодня? Слань. Сланник, блин. Из плена сланника мы наконец-то вылезли. Уже нету сил. Нифига ты мокрый. Я тоже, наверное. Итак, друзья, здесь вообще не пролазно. Сейчас для энергии поедим по финику, потому что уже есть охота невозможно. Мы взяли еду, но пока решили ее не есть. Будем перебиваться финиками и чаем по Сахаслецке. Дэн, сколько время? Через 15,5. Время уже без 15,5. А мы вот чуть-чуть до нее осталось, но тут просто непролазная дорога. Ну что, друзья, закончился наш маленький пит-стопик. Мы перекусили, покушали вкусных бутербродов. И сейчас поедем домой. Нашли путик Димки Болоткова. Но он нам абсолютно ничем не помог, потому что ехать на экстремальной технике это совсем другое дело, чем идти пешком. Но им тоже надо отдать должное, они молодцы. Пробивали такой маршрут интересный. В этот раз у нас не получилось. Еще раз, как сказал Денис, спящая красавица нас не подпускает. Значит, так должно быть. В следующий раз мы точно туда попадем. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить наши новые приключения. Еще увидимся.